А о том, как эти 3 дня голосовали в Зауралье, расскажет мой коллега Азат Садреев. Одна из старейших избирателей Зианчуринского района, столетняя Магафура Рахматулловна, воспользовалась своим правом и проголосовала на дому. Ее родственники оставили заявку, и члены участковой избирательной комиссии приехали к ним с переносной урной. Процедура отличалась от стационарного участка разве что домашней обстановкой. Пожилые люди проголосовали в первые же часы после начала выборов. Всегда мы избирали, ни одного выбора не оставляли, и мама то же самое. Вот последние годы, только вот 2-3 года дома голосуем. Спасибо им, что нам дают такое право. Ну, чтобы у нас было все мирно, спокойно, чтобы семьи были счастливыми. 280 избирателей Зианчуринского района впервые воспользовались своим правом голоса. Один из них – студент Башкирского государственного аграрного университета Максим Куянов. По этому случаю члены участковой избирательной комиссии подарили ему сладкий подарок. Первый раз голосую. Мне было очень волнительно, но я должен был отдать свой гражданский долг за будущее России. С семьей пришел на свой участок, отдал свой голос, и я уверен, что все, так же как и я, придут. А ветерана труда Михаила Мазина можно считать избирателем-рекордсменом. За последние 70 лет он не пропустил ни одни выборы. Для нас это праздник, мы к нему готовимся, дома обсуждаем все кандидатуры, смотрим их программы, и дома уже договариваемся, за кого нам отдать голос. И сегодня мы также определились уже, за кого отдать голос. Более 160 жителей Московской и Оренбургской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана и других регионов страны приняли участие в выборах президента России на избирательных участках в Зилаирском районе. Они заранее прикрепились к месту своего пребывания в дни голосования. Будущего верховного главнокомандующего вооруженными силами России выбрал и боец мотострелкового полка «Башкортостан», который приехал домой в краткосрочный отпуск. Так совпало, что отпуск совпал с выборами, поэтому вот всей семьей пришли на выборы, потому что выборы я ни разу не пропускал. Как наш замполит батальона говорит, то слишком правильный Ахмулла. Поэтому я правильный, поэтому всегда хожу на выборы. До свадьбы я не ходил на выборы, а потом, вот как вышла замуж, он мне говорил, надо идти, надо. И он нас приучил, и я понимаю, что это правильно. На выборы ходить надо, голосовать надо. Голос каждого, он важен. Мы не можем оставаться в стороне, тем более в такой ситуации. За президента, который сможет защитить страну, отдала свой голос и Александра Растегаева. В 5-летнем возрасте бандеровцы ворвались к ним в дом в Харьковской области. И то, что сейчас фашизм на Украине вновь поднял голову, для нее особая боль. С 1994 года она живет в Зилаире, который стал второй родиной. Считали бандеровцев хуже немцев. Они вообще сами по себе были очень жестокий народ. Сами бандеровцы. Активность вот с выбором нашего президента Российской Федерации очень большая. И отрадно заметить, что не только пожилые люди, но и молодежь активно принимает. Очень большая активность посещения избирательного участка. Уже к началу 3-го дня голосования явка избирателей в Хайбулинском районе составила порядка 70%. Могла быть и больше, но многие сельчане традиционно ждали воскресенья, чтобы прийти на участки. По привычке уже выборы постоянно проходили в воскресенье, поэтому, не нарушая традиции, решили прийти в воскресенье пораньше утром, чтобы исполнить свой гражданский долг, выбрать будущее для нашей страны. Да, нам дали вот такие вот выигрышные лотереечки. Мы сейчас зарегистрируемся обязательно, ну и надеемся на выигрыш. По словам наблюдателей, за 3 дня выборов в Зауралье они не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. А сама процедура прошла в праздничной атмосфере, особенно в воскресенье. В последний день голосования актьярцы смогли совместить приятное с полезным. Не только перевернуть очередную страницу в новейшей истории России и выбрать президента страны на ближайшие 6 лет, но и проводить зиму во время широкой масленицы. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Рустем Галямов. Итоги недели. Зианчуринский, Зилаирский и Хайбулинский районы.